Бүгін 5-10 күнігер бейгі бүдек құскайттан саскалағынан әрген қатынға кәлі бит. 24 самолет болыр осы авиакомпания көтен кәлі бит. Оттан бұл қатынғы бөлігі дәнче 300 балтағылаға тәрілі бит, 300 сылын толықтақ. Хатанга у нас по территории занимает 334 тысячи квадратных километров. Для понимания, не каждый поймет, сколько это, но для понимания это сопоставимо с Финляндией, допустим, с такой страной, как Финляндия, либо Вьетнам, например. Только представьте, сколько там народу проживает и сколько у нас. А у нас, допустим, в Хатанге проживает 2600, что-то там 34 человека, и примерно столько же по поселкам Хатанского района. 8 поселков у нас фактически существует в Хатанском районе, а Хатанга является административным центром. Что такое Хатанга? Хатанга – это село, расположено на восточной части Таймыра. Его координаты 102 градуса восточной долготы и 72 градуса северной широты. Ну, кто не знает, представьте себе, иногда Хатангу называют полярным перекрестком, потому что она как бы находится на перекрестке всех дорог. Отсюда можно улететь на север, на юг, на запад и на восток. Но при этом самый ближайший такой крупный пункт – город. На западе это Норильск, 620 или 630 километров. На востоке Тикси. На севере Северный полюс, всего каких-то 2000 километров, можно сказать, за углом. И на юг крупный город, самый ближайший, это Красноярск, 1800 километров. Ну вот представьте, в каком уединении находится наше село. В следующем году мы будем отмечать 400-летний юбилей нашего села. То есть первые упоминания о Хатанге появились в 1626 году. Возможно, она существовала и раньше, но вот письменное заявление о ней было именно тогда. Хатангу открыли и основали казаки. Когда пришли русские, конечно, здесь люди жили. Здесь образовалось ясачное зимовье, так называемое. И вот присоединение Таймыра, тогда еще он не был Таймыром, а называли его Пяседой, как раз произошло в начале 17 века, ну вот 1626 год. Здесь поселились русские, и многие остались здесь. И от смешанных браков уже, получается, местного населения и русских появилась национальность, которая долганы. Вот это считается самая молодая национальность на земле. Вот такие, конечно, народ немногочисленный, но коренной. И если ганасаны, которые проживают тоже на нашей территории, их немного, но они считаются самым древним народом, то долганы вот самые молодые у нас. Они носят фамилии русские, там Поротовы, Киргизовы, Рудинские и так далее. Это фамилии, конечно, тех казаков, первых русских поселенцев, которые пришли на эту землю. Ну, вот их потомки живут здесь до сих пор. Хатанга явилась для нас очень интересным местом. Она очень похожа на нашу Якутию. Тем более люди, которые живут в Хатанге, это долгане, близкие родственники якутского народа. И в то же время Хатанга очень похожа на все наши северные поселки. Это, допустим, Чукотки, поселок Лаврентий, или Черский наш, или Тикси. Люди схожи своим менталитетом, своим характером и своими подходами к жизни. Bravo. Bravo. Bununla terabetim bu.
Bunu yüz kaybetim barıtı. Ne hatın ağıt. O jet. Ну, хубунна барыты бар. А, ой, короче говоря, в аэропорту работал. Инженер авиационный. Потом таям был, потом на головой администрации был. Да. Где ты? 54-й. Мен та ким? Где ты живут? Я Гускиге баратын. Командировкаларга токтурганна жачыбыт. Бар хери баратын, барабытым. Көрө. Здравствуйте. Тахта биги. Аңор бу тирбеп бу. Тайым бол халданка. Жаадны колле. Мунна халжа буппут. Жөө багатыгда. Мен да хергитге халжыбыт эмет. Якутскиге баратым мен. О, хери барабатым. Дядя. Ақталақ дойдуға, хукуйдақ северға, алғын ақталағын, егердер халылар. Хаңа қар, хаңа хым, көрдік челебит, көрдік устубут, Долганы – это один из коренных малочисленных народов арктического севера нашей Российской Федерации. Компактно проживают в двух субъектах – на Таймыре и у нас в Анабарском улусе, в Якутии. Общая численность составляет около 7 тысяч человек. Из них 5 тысяч у нас живет на Таймыре и около 2 тысяч у нас в Якутии. Раньше, как говорили, да, что долганы произошли вообще от якутов, от венков, от других народностей, в общем. Хотя долганы появились они за счет этого всего и за счет слияния еще других кровей, потому что от каждой народности что-то, какую-то культуру, либо элемент жизни, уклада, да, они взяли в себя. Вот это самый молодой этнос, который появился в XVIII веке. Ученые до сих пор спорят о происхождении долган. Бытует такая версия, что долганы – это северные якуты. Одна из научных такая версия, да. То есть язык у нас долганский считают самым близким якутскому языку. Некоторые даже утверждают, что это диалект. Вместе с тем, в свое время ученые доказали, что это отдельный язык. Но культура очень отличается от якутской. То есть, если говорить в целом как о народе, да, об этносе, то не только язык является маркером для определения того или иного народа, то в первую очередь культура. Даже вот сейчас как раз заканчивается проект научный, который так и называется «Национально-культурная идентичность народов, проживающих в Хатанско-Анабарском регионе». И как раз-таки вот и получилось, что долганы у нас на первом место ставят именно культуру. То есть для того, чтобы определить себя как отдельный народ, как отдельный этнос, то есть они первым ставят не язык, а именно культуру. А что такое культура? Культура – это в том числе язык, да? Культура – это и музыка, и живопись, и танцы, и образ жизни. Разговор у нас один. Тюркоязычный народ, и у всех вот по Нижнему Кусту больше оякутченный язык, быстроговорящие такие вот, да, вот, а по Верхнему Кусту как бы больше, ну, по слогам, в общем, говорят не бегло, в общем, ну, обычно, стандартно, в общем. И вроде язык один, и все равно отличаются друг от друга языки.
Ну мы же, у нас же язык же один, что тюркоязычный. Арымас — лесной остров. Ары — дерево, мас — дерево, ары — остров. Да. Так-то я немножко разговариваю по-долгански. Это вот мы же живем на границе с Якутией. И по обмену раньше это махала, по обмену шкура, мясо, там рыба, все это вот. И это все по обмену от Якутии как раз вот взято. Хотя у нас в советское время и лошади, и куры, и свиньи держали. Все это было. Женщина считалась, она должна быть самой красивой. И мужчина, охотник-добытчик, он по обмену с Якутией как раз вот украшения самые красивые, яркие, там из серебра должно быть у своей любимой женщины. Да? Вот если у Нганасан женщина из железа и меди украшения только делали, вот только они и носилась у них такая вот, да, вот такие виды украшений, то у Долган наоборот из серебра это все делалось. Татьяна Семеновна. Это газета. Боярка. Вот она оттуда, с такого поселка. Она доцентом, она вот единственная. По-якутски написано, поэтому спрашиваю. Ну, потому что мы же по-долгански. Үрін көйбір таймырбын, крабыттан таптыбын. Инем көрдік. Я с малых лет люблю Таймыр, укрытый тундровым ковром. Здесь родина моя, мой мир, мои снега и теплый дом. Свои первые стихи долганская девочка Агдо написала по-русски, оленей кровью между строчек старой книги. Член Союза писателей СССР Агдо Егоровна Аксенова главной своей книгой считает букварь, по которому нынешние мальчишки и девчонки учатся писать и читать на родном долганском языке. Агдо Аксенова, она создала долганскую письменность. Как раз вот благодаря Агдо Аксеновой у нас долганская письменность появилась. Официально в 1979 году. Ну вот здесь вот у нас литературный музей Агдо Аксеновой, которая возродила барганную музыку и создала долганский алфавит сейчас. Ну, вот у нас здесь вот и литература Агдо Аксеновой, и вот печатная машинка, и диктофон, когда она во время отпуска всегда ездила по именно кочевым семьям, собирала, она была собирательницей долганского фольклора. То есть собирала устного фольклора. Который местный коммусь. Ну вот у нас он как у вас, это якутский именно. Да, якутского, а именно. Но у нас оно не делается. Не вот отличается, да. Не Вот отличается. сейчас, к примеру, вам покажу. Вот это вот якутский хомус, вот долганский. Вот такой долганский. Это Агдо Аксеновой, как раз ее личный предмет, который подарила еще ее бабушка, которая ее воспитывала и научила играть на баргане. Ну вот долганский, он не отличается. Да, вот так вот выглядит. В конце сентября с сотрудниками городского центра народного творчества они выиграли проект, в общем. И я в конце сентября приеду в Якутию впервые. Осуществилась моя мечта. Я очень хочу в музей хомуса попасть, потому что мы здесь при заповеднике преподаем игру на баргане. На наплыва ставим на эти надписи делаем. Когда инспекция проезжает, инспекция проверяет, у кого квоты есть, у кого нет. И внутри надо прям надпись видеть. Ну, я с любимой повесил.
Каждого человека, так каждую сеть проверяешь. Так, оно много сетей, да? А? Много сетей ставят. Да, много народу ставит. Ну, если надписи нет, все снимают полностью. Сетку вытаскивают и сжигают. Если надписи нету. Это значит браконьеры. Без надписи, которые вы бачите. А тут места, где ставить, наверное, определяются или сами? Нет, тут сами, тут как бы общее все. Ну, разрешается здесь, рядом с хатангой. Рыбачить. А квоты обычно как дают? Квоты у нас в администрации делают. На местное население, на коренных жителей. Каждому человеку по 50 килограмм рыбы. У нас в семье 4, у нас 200 килограмм получается. Дети и мы с женой. Каждого. Коренные, как считают, по национальности? Да, Здесь проживают. проживающие здесь. Коренные долгане. А русские, которые здесь проживают, тоже не получают? Не, русские, которые здесь проживают, им не дают квоты, потому что они коренные жители, они же приезжие. А те, кто здесь родился, вот, тем дают квоты тут. Вот так вот. Как-то так. Все, поехали. Усин сам с верхнего поселка Новое, а я снизу, с поселка Новорыбное. И вот мы в Хатанге здесь встретились. Вот уже живем. Сколько уже? 12-й год вместе. 2 детей у нас. Вот. Верхние поселки. У нас там школа до 4 класса. И приезжают сюда в школу-интернат учиться дети. А в Новорыбном и в Хите школа до 11 класса. Получается, большие самые поселки крупные. На оленя, на охоту, например, у нас в этих поход билетах по 8 голов. На каждый охот билет. А дикого оленя много, да? Ну, дикого, говорят, мало стало. Ну, по мне не скажешь, что мало. Я не знаю, считают, мало сказали. На несколько тысяч голов уменьшилась популяция намного. В половину, считай, меньше стало, чем было раньше. Пушной у нас писец. Что у нас еще есть? И соболь. Соболя и то никто не добывает. Росомаху тоже. Она не ценится, ее добывать. Волка в основном добывают. Как говорится, повернуть не смогу, ты на дорогу на вот эту выходи, и я тебя здесь заберу с дороги. Видишь меня, нет? Языки, они имеют свойство терять значимость, потому что, конечно, на долганском языке уроки проводятся, и долганский язык дети изучают в школах, но этого мало. Перестают говорить, в быту такое есть. Остается только старики. Вот. Да. Ну, тут уже ничего не сделаешь, процесс этот, но все равно язык надо сохранять, и культуру. Единственное, что, вот, к сожалению, путают культуру и языческие обряды. Вот тут эта вот разница есть. То есть это надо ее знать, что это вот культура северных народов, а это вот относится уже к языческим обрядам, значит, культам. Шаманизм здесь уже разное. Хотя вот долганский узор бывает основой его всегда крест. То есть, вот, так скажем, долгане приняли когда православие, то в их культуре есть такое изменение. Уже 4 век, как они православие приняли. Это вот используют они долганский узор, вот он,
ромбик, и в нем крест. Это погребальные доски, так называемые у них. И он же есть у них на полотенце, которое крышка креста погребального. Ну, здесь используют его тоже. С историей Хатанги, Хатанского района, Хатанского сельского поселения неразрывно связана история Свято-Богоявленского храма. Но не зря говорят, где храм, там и Родина. И люди, которые приходили сюда, они, конечно, прежде всего ставили охранные кресты и ставили часовни, обозначали как-то место, куда можно было прийти, помолиться и застолбить вот эту территорию. Наклонись ко мне. Молодец, ухватил. Вскоре дашь ему победы на него и на нечистые его духи. Якогда тебе милость получив, сподобится бессмертный и небесных твоих тайн, слава тебе во след Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Господу помолимся, Господи помилуй. В поселке сейчас, вернее, в селе Хатанга, в основном-то живут местные долгане, жители. В поселках у вас там 90 с лишним процентов, почти 99% населения именно долгане. Учитывая это, что ввели по благословению владыки, ввели в богослужение элементы национального языка. То есть мы поем прошение на сугубой ектине, танара, кёмелёсь, что с долганского «Господь, помогай», «Господи, помоги», да. Также 3 святое пропеваем перед апостолом на долганском. Из всех молитв, вот я только как более-менее знаю, вот 3 святое, то есть святый Божий, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас, по-долгански произносится «Хердик танара, хердик бегем, хердик ольбетум, бегегини абыра». Вот это по-долгански. Также молитва «Отче наш», но с этим уже труднее, сложнее. Тюркский язык, он славянским. Они, конечно, имеют звуки разные, все, то есть это... Хотя выучить можно все. Служу, несу послушание здесь с 2000 года. Как раз началось строительство этого храма, нового храма уже. История храма имеет начало где-то в принципе, параллельно с основанием села Хатанга, это 17 век, примерно 1630-40-е годы, вот так. Упоминание в летописи первый раз в этом году 320 лет, то есть 1705 год. Первое упоминание о нашем храме. Здание храмов по рассказам, не по документам, именно по свидетельствам. Где-то, наверное, 4 или 5 зданий было. И последнее здание было из привозного бруса. Построено было в 1905 году. Освящено было малым чином, то есть священник освящал. И фотографии эти сохранились в музее, у нас в храме. 1905 год как раз отмечалось 200-летие упоминания в летописи храма. И вот этот храм простоял до 70-х годов прошлого века и был снесен. То есть его участь была, как большинства, к сожалению, из храмов России. Храм миссионерский был здесь изначально. Настоятеля здесь не было. Назначен был настоятель в 1992 году первый, отец Николай. И при нем как раз началось строительство, возрождение храма. Вот инициатором строительства был глава администрации района Николай Андреевич Фокин, царство ему небесное. Всеми его усилиями встал этот храм, обустроился полностью. Иконостас, ограда, все убранство. Именно инициатором Николай Андреевич Фокин он стал еще будучи комсомольцем. Он сначала хотел перенести уцелевший храм, но вот не случилось. А потом вот он говорил, что у него была мечта возродить храм в селе Хатанга.
Ну и на самом гербе Хатанги изображен храм, стоящий на берегу реки храм и плывущий по воде парусник с алыми парусами. Над нами темные силы нас злобно гнетут. В бой роковой мы вступили с врагами. Советская власть пришла сюда поздно достаточно. Революция была в 17 году, то Хатанский район был образован в 1929 году. И сюда пришли уже советские органы власти, разъясняли, что такое советская власть. Конечно, народ воспринимал это очень трудно, тяжело, потому что непонятно было, что это такое, совершенно в корне менялась жизнь. Потом сначала возник Хатанский район, и в 1930 году он вошел в состав Таймырского округа с центром в Дудинке. Все эти процессы, которые последовали вслед за установлением советской власти, это коллективизация, индустриализация, все это воспринималось как-то непонятно и очень неоднозначно, потому что раскулачивание... Раньше шаманы были у власти, как князьки такие, которые были на своей территории, они были властителями. А тут все это рушилось и проходило жестоко с кровопролитием. То есть и убивали шаманов, убивали советских партийных работников. Крови пролилось в Хатанге очень много. Было тяжело, это было для всех. Люди гибли. Вот осталась вот такая память у нас тоже противоречивая. Одновременно, конечно, и постепенно все равно было очень много положительного, которое воспринималось не так в штыки. Например, очень большое значение имели на территории нашего поселения красные чумы, так называемые. Это чумы, которые были повсеместно в тундре, потому что люди жили в тундре, и туда выезжали тоже комсомольцы, там и партийные работники, и учили людей грамоте, учили навыкам бытовым, самым таким обычным, как почистить зубы, как самые обычные действия, которые в тундре выполнялись трудно, но тем не менее это надо было делать, баню и так далее. Красные чумы явились стартовой площадкой для развития в Хатанском районе культуры, образования и здравоохранения. Параллельно, конечно, шло освоение нашей тоже этой таймырской территории. Здесь тоже можно назвать имена очень известные. В XIX веке, в середине XIX века большой вклад внес в исследование Таймыра Мидендорф. Кстати сказать, он же и назвал остров Таймыр, полуостров Таймыр Таймыром. До этого он был Пясидой. И мыс Челюскина он назвал мысом Челюскина, а до этого он, мыс северо-восточный, мыс восточный-северный, как назвал его сам Семен Челюскин. И Мидендорф очень много сделал для исследования Таймыра, и его труды до сих пор считаются основными в плане исследования Таймыра, опираются на него, на эти труды многие ученые. Одним из самых интересных достопримечательностей Хатанги – это музей мамонта. В музее мамонта находится уникальный объект – это туша мамонта, который представляет огромный научный и познавательный и туристический интерес для всех. Этот ледник был еще построен в советское время, в 60-х годах. Здесь местное население, когда была очень хорошо развита охота на оленя, рыбалка, все здесь было заполнено дарами природы, скажем так, да. То есть потом, когда перестройка началась,
ледник перешел как бы в коммерческое управление, и получается, несколько он был запущен, что ли, как бы он был в упадке. И вот благодаря французскому гражданину, да, то есть как бы этот ледник восстановили, то есть сейчас он как инвестор выступает, то есть как бы Бернар, да, то есть и вот все, что сейчас здесь есть, это его детище, как бы он до сих пор данный ледник содержит. А фактически, то есть как бы сейчас ледник принадлежит группе компаний ООО «Хатанга», да, то есть инвестором которых является, к сожалению, то есть как бы иностранный гражданин, который как бы все это дело как бы, ну, по крайней мере, не бросает, не теряет, то есть человек влюбленный в Арктику, да. Здесь, получается, представлена одежда Долган и Ингонасан. Причем эта одежда, опять же таки, да, в отдаленных поселках, на стойбищах, да, то есть она приобреталась и уже хранится, наверное, уже лет 15. Вот здесь представлены фотографии, да, это не модели, это простые, обыкновенные люди, которые проживают в Хатанге, да. Прошу обратить внимание, долганка есть с африканскими корнями. Вот бывает же в жизни такое, да, то есть как мама долганка, папа афроамериканец. Скажем так, да, то с этим все занимается Гамет. Здесь вот находится то, ради чего сюда многие туристы как бы едут и посещают это, да, то есть как бы здесь находится одна из самых больших коллекций мамонта, да, то есть как бы и вообще древних животных, которые как бы когда-то жили на территории Таймыра. И здесь по всему Таймыру собирались образцы, которые сейчас собраны здесь в великом своем множестве. Здесь вот представлен таймуринский мамонт, да, то есть как бы, который обнаружили в конце 80-х годов, да, то есть как бы вот это кажется, что какая-то глыба, на самом деле это плоть мамонта, то есть которая сейчас находится в замороженном виде, но при необходимости, да, то есть как бы можно будет воссоздать. Что сподвигло, да, именно вот Бернара вложиться как бы в этот музей, то есть чтобы на Таймыре был максимально сохранен, да, то есть как бы вот этот вот уголок, потому что здесь круглый год, как я уже говорил, да, 8 градусов температура, да, и, соответственно, разложение вот этих вот костей, да, то есть как бы и плоти, ничего не происходит, то есть все находится в том виде, в котором как бы это было обнаружено людьми. Вот. Вот это на сегодняшний день, наверное, самая легендарная находка человечества. Самый большой в мире кусок мамонта. Нашел его охотник и рыбак господин Жарков, поэтому этого мамонта так и назвали его именем. Мамонт имени Жаркова. Вот этот кусок плоти был обнаружен на Таймыре. Была создана экспедиция, поехало очень много ученых, и было принято решение, ну, как бы хотели вывозить его сначала частями, каким-то образом пилить, но потом было принято решение привезти его максимально в том виде, в котором его нашли. Перевез его сюда самый большой в мире, в России, вертолет, Ми-26 его привез. Французские ученые были меценатами и спонсорами этого мероприятия. Его привезли до ближайшего населенного пункта в Хатангу и положили его сюда. Вот это вот привезти все сюда, это, ну, как наследие, да, то есть как бы для потомков это просто, это, ну, это не передать словами. Вот на самом деле для людей, которые в этом понимают, да, то есть как бы изучаются, для науки, то есть как бы это, ну, просто. Да. Ну вот, то есть как бы, да.
Вот волосяной покров, вот, пожалуйста, вот он просматривается, да, что вот так вот сохранился мамонт, что в таком состоянии, как вот, то есть этим волосам, этой части, то есть как бы тысячи лет, сотни тысяч лет. И в то же самое время вот ученые приезжали, они также, вот если вы обратите внимание, да, то есть как бы вот здесь в этих местах, вот где они засверливались, здесь бирки, да, и, соответственно, эта плоть была изучена в российских институтах науки, да, то есть как бы за рубежом. Подлинность данного фрагмента, она подкреплена документами, что подтверждает, что это самый большой фрагмент мамонта, который был на территории Таймыра найден. Только инициатива вот каких-то фанатов, да. То есть вот я говорю, неоднократно уже сегодня говорил от Бернара, который как бы просто он любит Таймыр, и как бы здесь какого-то бизнеса, да, то есть как бы нет. Ты увидели опять же таки гостиницу, да, в которой вы живете. Да. То есть какие деньги были вложены, да, то есть как бы в его реконструкцию этого помещения, чтобы поддержать уровень для туриста, да, то есть как бы. Но, к сожалению, как бы туризм еще очень-очень слабо развит на Таймыре, поэтому как бы здесь достаточно тяжело. Ну, надо надеяться. Да понятно, как бы вот Юра же вам, наверное, Кютрин рассказывал, как бы, что он, да, то есть надеется, сколько как бы он тоже прилагает к этому усилия, но, к сожалению, порой, что стучишься просто как бы в стену, и не всегда получается. Так что так. Хороший музей получился. Ну, это получается, что, еще раз я говорю, что это вот просто инвесторы и вот голая инициатива. То есть ни больше, ни меньше. Тютрин Юрий Юрьевич, генеральный директор компании «Анабар Тур». С 2020 года официально зарегистрированы как туроператор. Находимся в федеральном реестре. Работаем, обучили гидов, проводников, экскурсоводов. Есть зимние туры, есть летние туры. В наших условиях это делать непросто. С нашей логистикой, с нашей инфраструктурой, с нашей труднодоступностью. Но мы стараемся. 72-я параллель у нас. Многие туристы приезжают только ради того, чтобы вот достичь этой широты. Посмотреть на северное сияние. Много запросов от граждан Юго-Восточной Азии. В частности, вот китайцы у нас сейчас запросились. 12 человек просятся посетить мыс Челюскина. Мы им сразу предлагаем не только мыс Челюскина, но и Северную землю. На Северную землю мы уже 3 экспедиции организовывали 3 года подряд. В этом году уже 4-й раз. Вот, нам это очень нравится. Это наше направление. В наши туры, делаем обзорные экскурсии по Хатанге. Естественно, когда турист приезжает, первое, что надо сделать, людей заселить надо, накормить и что-то показать. Потому что не всем нужны экстремальные туры. Поэтому вот один из туров – это Хатанга жемчужина Таймыра. Вот, где там посмотрим, значит, в рамках данной экскурсии история Хатанги, территории, также ее достопримечательности. Рыбалка и путешествия, Анабарское плато. У многих раскручено плато Путарана, но мало кто знает Анабарское плато. Соответственно, мы возим туда река Катуйкан, Киндым, Дёгдё, вертолетная заброска, сплавы, либо туда катерами заброска и обратно также катерами сплавляемся. 6-дневные туры, 9-дневные, либо по запросу. Допустим, на следующий год у нас экспедиция запросилась на 21 день. То есть разные истории, поэтому шаблонно часто не получается, а, как правило, все индивидуальный подход. Весенняя охота на гуся. Покупаются лицензии, и, значит, последняя неделя мая, как правило, и первая неделя июня. Вот. Анабарская ривьера, то, о чем я говорил, это сплавы. И один из главных, как говорится, одно из главных направлений – это вот экспедиция «Два капитана» в поисках пропавшей экспедиции Русанова. То есть до сих пор непонятно, где они пропали. Вот. То есть есть как бы предположения, архивные данные. Сейчас все эти данные подняты, и мы знаем, где, куда точечно бить для того, чтобы найти артефакты. Для того, чтобы сделать эту экспедицию, нам, естественно, нужны богатые клиенты, заказчики. Часть клиентов есть, часть есть иностранцев, если разрешение получим.
то экспедиция состоится. Если в этом году не получится создать, значит, мы руки не опускаем, продолжаем дальше в поисках финансирования, и данная экспедиция состоится в любом случае. Много желающих вообще? Желающих очень много. Другой вопрос, что кто-то сталкивается с ценообразованием. Вернее, ценообразование идет от нас, но дешевые туры эти сами по себе быть не могут. Вот. Многих это отталкивает, но те, кого это не отталкивает, туры состоятся в любом случае. Да, нам есть что показать, приезжайте, потому что Хатанга, во-первых, это самый короткий трамплин на Северный полюс. Несмотря на дороговизну, у вас есть возможность посетить и мыс Челюскина, и Северную землю. Мы готовы подойти индивидуально. Индивидуальные группы, вот у нас группы были на мыс Челюскина 2 человека. Подошли индивидуально, понимая, что это очень дорого, вертолетная заброска. Сами там практически, условно говоря, по минимуму заработали, но людям показали. После этого на следующий год выстрелило сарафанное радио. Эти 2 человека, где были, они распространили информацию, и у нас на следующий год приехало уже 12 человек на Северную землю, с которыми остались в очень хороших отношениях, и сейчас продолжаем прорабатывать тур 2 капитана. То есть цепочка цепляется одно за другое, люди интересуются, люди спрашивают, и нам это нравится. Нам нравится людям дарить вот эту радость. Радость познания мира, путешествия, познания себя, познания своей территории, своего родного края. Московское время 17 часов 6 минут. Маяк передает легкую музыку. И самого яркого расцвета Хатанга достигла в 80-е годы, когда у нас тут было очень много предприятий. Сейчас вот 2500 населения, а тогда было 10 и даже больше. Во всем поселении было 16 тысяч. Сентябрь в Арктике – это начало другой навигации, зимней, воздушной. Иван Александрович Белобров провел в воздухе 18 тысяч часов. Из них 3000 в Арктике. Он участвовал в 10 высокоширотных экспедициях. А было время, Иван Александрович оставил Арктику и 2 года работал в Красноярске командиром лайнера Ил-18. И вот он снова в Хатанге, на старом месте, на своем месте. Что касается предприятий, то вот разбился аэропорт. Здесь был собственный отряд, и разные типы самолетов. Большая бетонная полоса, длинная, которая, я говорю, что она уже в то время могла принимать все типы самолетов, которые использовались в Советском Союзе. Работал морской порт. Заметьте, не речной, он был преобразован в морской. Почему? Потому что сюда заходили, и сейчас могут заходить морские суда. Был обследован фарватер местными нашими гидрографами еще в военные годы, и это имело тоже огромное значение, потому что сюда вот могли стать, можно было заходить любым, даже морским судам. У нас стали работать геологи. Здесь была организована 2 крупные экспедиции. Одна нефтеразведочная, вторая геологи. Полярная геологическая экспедиция, которые работали очень успешно и очень результативно. И много месторождений открыто. Рыбозавод был большой. Продукция его славилась далеко за пределами Таймыра. Ну и вся обеспечивающая здравоохранение и культуру, и образование, все это появилось и расцветало, и расцвело. У нас появилась больница, поликлиника, такая достаточно крупная же. В культурном плане вот был построен вот этот дом культуры, в котором мы находимся. Что в Хатанге тогда еще? Ну, вот метеостанция, например, в Хатанге, и полярная станция была аэрологическая. Перестроечные годы были тяжелыми, как и для всей страны. Очень тяжелыми были, да.
Вообще в одно время даже стоял вопрос о закрытии Хатанги. Ну, мы знаем, что закрылись многие поселки по северу, но благодаря, во-первых, мудрому руководству нашему тогда, вот Николай Андреевич Фокин, добрым словом вспомним, и взаимодействию вот нашего руководства районного и окружного, они принимали очень грамотные решения и сумели спасти Хатангу, удержаться на плаву. После перестроечный период, конечно, был тяжелый тоже, как и во всей стране, потому что колхозы, которые до этого успели преобразоваться в совхозы и работали очень успешно, Хатангский район был мощным сельскохозяйственным районом. Было развито очень оленеводство. Наши передовики оленеводства ездили на ВДНХ в Москву. И героев социалистического труда были несколько человек. И народ трудился замечательно. Это было. Но, конечно, все это во время перестройки все это ушло. Развалились и колхозы, и совхозы. Ну, колхозы преобразовались, совхозы развалились. И вообще все пришло в запустение постепенно. Тоже не буду рассказывать и анализировать все эти процессы, но было трудно всем. Ну и постепенно, конечно, мы начали выкарабкиваться. Ну и вот на сегодняшний день имеем то, что имеем. В Хатанге проблемы такие же, как и в наших поселках. Когда мы встречались с Русским географическим обществом, поднимались вопросы экологии, вопросы выживания малочисленных народов. Это в Хатанге, Анганасане, Долгане. Вопросы высоких тарифов, вопросы, которые волнуют и наших людей. Вот раньше, если в 90-х годах, когда произошел вот этот вот такой вот, расформирование, все это, да, и совхозы все расформировались, в упадок все ушло, очень спился народ, можно сказать. И говорили все практически на русском языке, то есть утрачивался свой родной язык, культура Долган утрачивалась. Сейчас это все восстанавливается, все это, и культура восстанавливается, национальную одежду, чтобы начинают шить традиционную одежду. Ну и в Хатанге идут процессы, которые характерны для северов. Это, наверное, то, что перестают заниматься традиционным своим хозяйством. Это, наверное, то, что там сейчас оленеводство вообще исчезает. Занятие охотой перестает приносить прибыль. Ну и организованное хозяйство, вот как у нас есть кооперативы, какие-то вот эти формы новых хозяйств в Хатанге не наблюдается. Сейчас в Хатанском районе, по большому счету, к сожалению, ничего не производится, поэтому большой акцент у государства, это политика президента Владимира Владимировича, большой акцент идет на развитие арктического туризма. Мы слышим везде, во все колокола бьют, везде надо развивать, показывать территорию, популяризировать. Почему? Потому что потенциал у нас громаднейший, территории сумасшедшие. Люди, которые здесь населяют данную территорию, их надо здесь удерживать максимально, делать жизнь, возможно, благоприятной для того, чтобы люди не уезжали. Сделать так, чтобы люди хотели сюда, те, которые уехали, хотели бы возвращаться, а те, которые здесь находятся, они должны оставаться здесь, на территории. Посещал этот храм и наш патриарх, его святейшество, патриарх Кирилл. В 2018 году совершал здесь молебен и сказал очень хорошие слова. Вот стоя на этом крыльце, сказал о том, что благословил не уезжать с севера, а быть здесь, и что север будет развиваться, и значимость севера, значимость села Хатанги, оно нисколько стало меньше, как и в момент ее основания.
всем здоровья, конечно, всем мира. Самое главное, пусть будет мир, пусть установится мир и у нас в стране, и на всей земле. Вот искренне этого желаю. И здоровья всем. Пожелания такие, чтобы нас услышали, увидели на уровне государства, что Хатанга есть, чтобы нас слышали, потому что нам здесь сложно, нам здесь непросто. Люди убегают. Это проблема. Кадровый голод. Кадровый голод и кадровый дефицит, он по всей стране, но у нас это умножайте еще на северный коэффициент, еще на 1,8. Молодежь уезжает, мало кто возвращается. Это проблема. Очень жаль, что вынужден говорить о данной проблеме, но эта проблема есть. Но несмотря трудности, несмотря большие проблемы, мы думаем, что есть перспективы развития, есть пути, куда идти. И мы думаем, и Хатанга будет всегда, и будет процветать, и найдет свое место в нашем мире.